Можно поделить, классифицировать снос или потерю управляемости на два варианта. Первый вариант – это, назовем его, рабочий снос, когда вы не критично подскользнулись, в этот момент вам просто надо чуть-чуть убрать руль от поворота, немного прямее поставить передние колеса. Если вы подскользнулись достаточно серьезно, то здесь уже, может быть, потребуются и какие-то более существенные вмешательства, может быть, вплоть до работы ручным тормозом, для того, чтобы уже, обычно, если мы говорим о недостатке места, о недостатке времени и о серьезной потере управляемости, то здесь мы уже не стремимся восстановить управляемость, а мы идем на то, что мы управляемость восстанавливаем за счет потери стабильности. То есть мы переводим автомобиль уже в занос для того, чтобы все-таки попасть в тот поворот, в который мы хотим, может быть, даже имея определенные проблемы со скольжением задней оси. Правильный разгон на скользкой дороге – это то, о чем мы с вами вот только что фактически говорили. Да? То есть это умение обеспечить нужную тягу на ведущих колесах. То есть если вы умеете обеспечивать нужную тягу на ведущих колесах, вы правильно разгоняетесь, вы правильно выходите из поворота, вы правильно входите в поворот. То есть это на самом деле, это все некие производные вот одного очень большого умения, одной очень важной составляющей техники эффективного управления автомобилем – обеспечение максимальной тяги на ведущих колесах. Здесь есть еще различные подразделы, скажем так, то есть тяга тоже может варьироваться, она может быть максимальная, она может быть чуть-чуть меньше, она может быть чуть-чуть больше. И здесь мы уже говорим о том, что мы используем изменение тяги двигателя для управления траекторией движения автомобиля.